вечер. Вы смотрите «Заман», в студии София Абляева. Сегодня 9 марта, 1106-й день аннексии Крыма. Далее в выпуске. Украина за 2 шага до безвиза. ФСБ планирует аресты членов Меджлиса в Крыму. Я не думаю, что это будет какая-то статья, которая позволяла просто попугать. В Израиле хотят запретить эзан. Безвиз для Украины одобрен Комитетом Европарламента. До получения безвизового режима Украине осталось 2 шага. Первый – это рассмотрение решения на пленарной сессии Европарламента в начале апреля. Второй – голосование государств, членов Европейского Союза. Если оба мероприятия пройдут успешно, для Киева украинцы смогут ездить в Европу без виз уже в этом году. Суд ООН в Гааге по иску Киева против Москвы вынесет решение до конца апреля. Завершился последний 4-й день слушаний, на котором Россия отвергла все обвинения истца. В частности, российские адвокаты заявили об отсутствии доказательств того, что Россия передает оружие боевикам на востоке Украины. Кроме этого, российская сторона отвергла обвинения и относительно МH17. Ранее Киев подал иск в Международный суд ООН против России за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Яка передавала російська сторона суду в якості доказів. В цьому відео чітко вказано те, що хто б не передавав цей зенітно-ракетний комплекс формуванням ДНР, ЛНР, він мав на меті лише підсилити безпеку ЛНР і ДНР від можливих нападів військово-повітряних сил України. Щодо того, що українською стороною були наведені неправдиві докази, начебто прямих поставок зброї або постачання зброї до тих районів, де ведуться бойові дії. Наприклад, озвучені факти малювання російської військової символіки на бойовій техніці. Тем временем Кремль готов понести наказание за Крым и Донбасс. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия признает решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины. О нем говорят гений, пророк, национальный мессия, Кобзарь. Со дня рождения Тараса Шевченко прошло 203 года. Всю свою жизнь он отстаивал идею демократического украинского народа, который имеет право на самостоятельное существование и народовластие. Петро Порошенко принял участие в церемонии награждения премии имени Тараса Шевченко. Президент Украины поздравил всех украинцев с 203-й годовщины со дня рождения великого Кобзаря. Свою Україну любить її во время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа молить. Величний заповіт Тараса підняв національно-визвольну хвилю української революції 1917-20 років. І саме нині ми відзначаємо століття її початку і прагнемо засвоїти головний її урок – урок єдності, яка має бути понад усе. Крымчане также не забывают Тараса Шевченко. К памятнику Кобзарю жители оккупированного Симферополя возложили цветы. Полицейские традиционно снимали их на видео. Ранее мэрия города запретила организацию мероприятия к 203-й годовщине со дня рождения Шевченко, инициированное Украинским культурным центром в Крыму.
Меджлис крымско-татарского народа со знакомительным визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Украине Кристиан Леон Цуркану. Члены Меджлиса во главе с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым рассказали ему о нарушении прав коренного народа в оккупированном Россией Крыму и о вынужденном переезде более десятка крымских СМИ на материк. Румынский дипломат заверил о продлении санкций в отношении России до деоккупации полуострова. Основные вопросы, которые были обсуждены, касались положения крымских татар в Крыму, и это очень важная для нас тема, учитывая, что в Румынии существует диаспора крымских татар. Мы также обсуждали и ситуацию на востоке Украины, незаконную аннексию Крыма, и я настоял на том, что Румыния остается твердым сторонником независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В Евросоюзе работал над списком, на кого должны распространяться санкции, в какие секторы должны. Он непосредственно связан в вопросе разработок санкций против оккупантов. Румыния для нас имеет очень важное значение, потому что, во-первых, там большая наша диаспора, а во-вторых, это страна, которая твердо придерживается принципа территориальной целостности Украины, не признает оккупацию, а в Евросоюзе является одним таким ярым сторонником продолжения санкций. Они сказали, что можете быть уверенным, что мы до конца, до освобождения Крыма будем придерживаться, что надо продолжать и усиливать санкции против агрессора. В Крыму попрощались с 19-летней Дианой Басировой, которую 7 марта насмерть сбила сотрудница Нижнегорской полиции. В Белогорском районе провели дженазе, похорон, на который съехались люди со всего Крыма. Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело против Виктории Марченко-Волошиной, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила девушку. Свидетели ДТП говорят, что женщина даже не остановилась после наезда, и это уже не первое дорожное происшествие, которое совершила Марченко-Волошина. Прокурор по делу Ахтема Чийгоза была не готова к заседанию суда. Об этом сообщил адвокат заместителя председателя Меджлиса Николай Полозов. Заседание перенесли на 13 марта. Ахтема Чийгоза оккупационная власть обвиняет в организации массовых беспорядков под стенами Крымского парламента 26 февраля 2014 года. Прокурор оказалась не готова. Она сообщила, что не смогла обеспечить явку свидетелей, и оперативная помощь сотрудников МВД и ФСБ также не принесла никаких плодов. Мы не собираемся дробить те доказательства, которые мы должны представить. И если прокурор не готова, если прокурор не может представлять доказательства, значит, она должна просто отказаться от части этих доказательств, которые она собирается представить. Адвокаты защиты заявили отвод судье в деле 26 февраля. Судья ходатайство отклонила. Об этом рассказал адвокат Эдем Семедляев. Фигурантов этого дела Мустафу Дагерменджи и Али Асанова обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 у здания Крымского парламента. Допросили сегодня 2 свидетелей. Это бывшие работники милиции Украины. Как всегда, показания, данные на предварительном следствии под протокол, и показания, которые давали свидетели, они кардинально отличались. Они по протоколу были практически идентичны. ФСБ готовит расправы над членами Меджлиса в оккупированном Крыму. Российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что Федеральная служба безопасности планирует открыть новое уголовное дело, которое мотивировано намерением России полностью уничтожить структуру представительного органа крымских татар на оккупированном полуострове. Фейгин уверен, что Меджлис крымско-татарского народа создает огромную угрозу для статуса Крыма. Я считаю, что, конечно, все, что происходило в течение осени и зимы, вот до весны, буквально до последних событий там, разного рода, до годовщины 26 февраля событий, тогда сказывалось так, что можно говорить, что ФСБ действительно готовит большое меджлисовское дело. Причем я не думаю, что это будет какая-то статья, которая позволяла бы просто попугать
Ну, статья по такого рода объединениям и членству у них, которые преследуют их Уголовный кодекс Российской Федерации. Я думаю, что речь идет о более серьезных преследованиях по статьям Уголовного кодекса типа терроризм или там 276 шпионаж и тому подобных. Вот в это я охотно верю и думаю, что такое дело где-то в недрах управления ФСБ по Крыму или же даже на Лубянке, оно точно есть. Дадут ему ход или нет, сейчас зависит от активности международных организаций, самой Украины, организации крымских татар, международного давления из ООН или там, я не знаю, из Госдепа США и так далее. Потому что он создает огромную угрозу для статуса Крыма как российской территории. И именно в этом видит эту угрозу Кремль. 10 марта в Лондоне в Королевском институте международных отношений будет обсуждаться вопрос репрессий в Крыму. Запланирована дискуссия под названием «Аннексированный Крым. Крымские татары и борьба за свободу». По вине Минкульта Украины скифское золото может вернуться в оккупированный Крым. Об этом и в интервью онлайн-UA заявила Наталья Заболотная, экс-директор музейного комплекса «Мистецкий арсенал». Она считает, что Министерство культуры не смогло должным образом отреагировать на агрессию России в Крыму и на Донбассе, из-за чего потеряло культурные ценности. В бездеятельности и халатности Заболотная винит главу Минкульта Евгения Нищука. Коли сталася анексія і Нідерланди звернулися до України, що робити, там, давайте випрацюємо якусь матрицю стосунків щодо і стратегію щодо скіфського золота, вони готові були його одразу повернути в Україну, але щоб Україна виписала урядові гарантії, що у випадку судових розборок українська сторона бере на себе фінансовий супровід і компенсацію в цих судах. Але Україна сказала: фінансова компенсація? Та ні, яке там скіфське золото, хай воно у вас лежить. Тобто це золото, воно в 2014 році могло би і мало би повернутися в Україну. Заставить минареты молчать. В израильском Кнессете предварительно одобрили закон о запрете эзана, молитвы с минаретов. Инициатива депутатов правых партий относится только к культовым исламским заведениям в жилых районах и не касается исторических мусульманских святынь. Пока рассматриваются два варианта ограничений. Только в ночное время, это с 11 вечера до 7 утра, либо круглые сутки. Депутаты арабских партий в Кнессете обвинили авторов законопроекта в расизме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу запрета эзана, отвергая обвинения в ущемлении прав мусульман. Это социально ориентированный закон, нацеленный на защиту отдыха, сна израильтян, безо всякого намерения ущемить чьи-то религиозные права, религиозные чувства, будь то ислам, иудаизм или любая другая вера. К тому же и вера-то у нас общая. Аллаху Акбар означает «Бог велик». В этом здании мы никогда не пытались помешать никаким религиозным церемониям, имеющим отношение к иудаизму. Это просто российская выходка, и она касается одного из самых чувствительных вопросов исламской веры. На этом пока все. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Сегодня Лариса Волошина с гостями в студии поговорит на тему предателей в Крыму. Будьте с АТР. Всего хорошего.